Действительно, чеченцы, ингуши и дагестанцы называют Астин Хири. И это название, опять же, Абаев связывает с закавказским топонимом Херети. Ну, как известно, в Закавказье жили эры, народ эров. Это очень древний народ. Впервые этот народ фиксируется в урартских надписях 8 столетия до новой эры. Констатируется, что урартийские цари заняли целый ряд каких-то областей закавказских, в которых обитало племя эров. Грузины произносят название этого племени Хери. И в конце концов мы обнаруживаем вот этих эров, Хери, живущими в Кахетии. И судя по летописи Картли, в 1068 году, после нашествия на Грузию и на Кахетию сельджукского султана Алп-Арслана, вот эти Хери, вот этот народ, племя, они по летописи Картли, там написано, и побросали они крепости свои и бежали на Кавказ. Ну, имеется в виду, бежали на Северный Кавказ. И, судя по всему, они разделились на две части, на два потока. Один поток, он расселился на самом западе обитания предков чеченцев и ингушей, а другой поток, он ушел на восток. И вот те хери, которые ушли на запад ареала былого проживания предков чеченцев и ингушей, они, по всей видимости, смешавшись с каким-то иранским элементом, они и породили современный астинский народ. Что касается вот этих закавказских хери, которые ушли на восток Чечни, то они фиксируются в завещании, в так называемом завещании Андуника. Это аварский документ, который датируется XIV веком. И там упоминается общество Хири на востоке Чечни. Ну, до сегодняшнего дня это общество не сохранилось, судьба его неизвестна, но упоминается.